камни в желчном пузыре можно вылечить с помощью продукции компании Aloe Vera. Вообще, на первом хочу рассказать, что такое вообще калькулезный холецистит. Это почти где-то 70% этого заболевания преимущественно порождает женский организм. И обычно это где-то после 40. Это связано с нарушением гормонального фона. Ну и любые проблемы желудочно-кишечного тракта, они сразу отражаются у нас и в работе желчного пузыря. С чем это связано? Это, как всегда мы говорили, это гиподинамия, это неправильный образ жизни, это неправильное питание и, естественно, стрессовые состояния. Само слово «желчь» говорит о том, что это фермент, который, даже не фермент, это такой жидкость, которая синтезируется в печени, и она попадает в желчный пузырь, она там у нас как в резервуаре сохраняется. И когда мы начинаем кушать, то с питанием желчный пузырь выделяет свою желчь именно в двенадцатиперстную кишку. То есть желчь начинает переваривать наши продукты. Тут это не только желчь, например, сама работа нашего организма, когда еда попадает в рот, она дальше поступает в пищевод, в желудок, и потом уже в 12-перстной кишке начинается переработка именно на белки, жиры, углеводы, именно на уровне 12-перстной кишки. Здесь сразу выделяется соляная кислота, попадает в 12-перстную кишку. В 12-перстной кишке свои ферменты есть. Открывается большой дуоденальный проток в поджелудочной железе, выделяется фермент амилаза, панкреатин, и открывается желчный пузырь, и туда вытекает желчь. И вот эти вот все 4-5 ферментов, они нашу еду переваривают, и потом уже дальше вся еда идет в кишечник уже для усвоения нашего организма. И получается, что именно вот на этом уровне многие проблемы возникают именно из-за неправильного питания, из-за неправильного образа жизни. То есть, если человек, как говорится, кушает редко, но метко, допустим, есть люди, которые, даже студенты, даже дети, школьники, они кушают всего лишь 2 раза в день, например, где-то в обед и на ужин. Утром они, естественно, не кушают. И получается, желчь, она из печени выделилась и находится в желчном пузыре. И, как говорится, ждем, когда придет еда. А еды нету. Раз еды нету, еды опять нету, а печень-то она все равно синтезирует свою желчь. И получается, желчный пузырь набирается этой желчью. И уже когда все, уже возможности нету, уже и емкость желчного пузыря не позволяет сохранять этот объем желчи, то идет автоматический выброс в желудок. Замечайте, что не в 12-перстную кишку, а в желудок. Раз в желудок, в 12-перстная кишка, ей такая не нужна, потому что там еды нету. Естественно, часть идет в желудок, часть идет в кишечник. Вот этой ненужной, необработанной желчи. Желудку тоже она не нужна, эта желчь, потому что она тоже ждет еду, а получается, там и соляная кислота есть у нас, и ферменты, и получается, тут еще и попадает желчь, которая тоже концентрированная, опять еды нету. Что получается? Желудок обжигается, и у человека пропадает аппетит. То есть он говорит, я не хочу кушать, меня обожгла желчь, мне надо восстановиться, и поэтому человек, который все время голодает, он, оказывается, вообще кушать не хочет. Сами, наверное, замечали, чем больше вы не кушаете, тем больше вы не хотите кушать.
И получается потом, когда вы начинаете что-то кушать, желудок весь обожженный, он не принимает еду, и получается рвотный рефлекс или же неприятный вкус во рту, горечь во рту, обычно говорят. Если же, например, часть уходит в кишечник, то после приема еды люди сразу идут в туалет. Называется диарея. Ну и теперь почему у нас образуются камни? Камни еще у нас образуются, потому что мы мало пьем воды. Раз мы мало пьем воды, получается, что все ферменты, все соки в желудочно-кишечном тракте, сама кровь, лимфа, все в организме становится гуще. Ну и желчь в том же числе, она становится гуще. Раз она становится гуще, она не может выйти из желчного пузыря, желчный пузырь не может ее выгнать из желудка, из желчного пузыря. И получается, что густая часть постепенно густеет, и жидкая часть уходит через стенки в кровеносный сосуд. Ну, это густая желчь остается, а жидкая она все-таки выпадает на переваривание еды. А вот эта вот густая часть, она начинает концентрироваться, конгломерируется и превращается сначала в песочек, а потом песочек соединяется и превращаются в камни. Камни бывают разной природы, потому что желчь сама состоит тоже, у нее разная природа, и она из оксалатов могут камни состоять, и из холестериновые камни бывают. У нас бывают еще желчные камни, бывают даже комбинированные, оксалатно-желчные, холестериновые, ну и так далее. Получается, вот гиподинамия, раз мы долго сидим, получается, застаивается, кровоснабжение застаивается, кишечник не шевелится, вот застой желчи идет. Потом длительное отсутствие еды тоже, то есть еды нету, желчный пузырь опять не освобождается, мало воды пьем. И у женщин еще тоже на фоне того, что идет постменструальный период, уже там тоже работают некоторые гормоны. Все, и теперь как? Идут жалобы. Жалобы идут, боли в правом подреберье, после того, как поели жирное, острое, соленое. Если даже в автобусе немножко вас протрясло, тоже камни двигаются. Быстро побегали, тоже от того, что бегаем, трясется, камень тоже может немножко сдвигаться. Боли опоясывающего характера. Почему? Потому что раз камень находится в желчном пузыре, вакуума нету вот так сокращаться, и еду переваривает поджелудочная железа. Раз поджелудочная железа, она не может выполнить функцию желчи, она выделяет свое большое количество амилазы и панкреатин, ну, это тоже ферменты поджелудочной железы, они вызывают вздутие кишечника. И поэтому у людей, у кого камень есть в желчном пузыре, они все время говорят, вот чуть-чуть поел, и вот как будто живот воздухом набился. Почему? Потому что желчь – это все-таки антибиотик природный именно своего организма. И он в достаточном количестве попадает в кишечник, и он убивает ненужных микробов. А ферменты поджелудочной железы, они не обладают антибактериальным действием. Получается, в кишечнике начинают жить любые микробы, они там бродят, и поэтому все время охота сделать отрыжку, или же воздух выходит, поэтому и вот вздутие кишечника. С такими жалобами, естественно, все попадают к терапевту, к хирургу, экстренно делают УЗИ, и вот на УЗИ появляется вот этот камень. Все, диагноз хирурга отрезать, терапевт говорит, надо диету соблюдать. Ну, по жизни диету соблюдать это тоже нежелательно. Отрезать тоже нельзя, потому что Аллах Та'ала просто так этот мешочек маленький тоже не дал. Потому что желчный пузырь сам по себе, он работает как шприц. Он из печени вытягивает желчь и в двенадцатиперстную кишку выливает. Вторая функция, из печени он вытягивает густую концентрированную желчь. Когда попадает в двенадцатиперстную кишку, то она более мягкая,
более, ну, не такая агрессивная желчь. Вот, естественно, она работает еще и в переваривании пищи и так далее. И поэтому получается, что он тоже нам нужен. Там же у нас еще иногда кое-где клетки вырабатывают тоже холестерин, который также нам необходим для синтеза вот этих вот женских гормонов, тех же тестостеронов и эстрогенов. Нам надо сохранить этот желчный пузырь. В компании Forever Aloe Vera есть возможность сохранить этот орган, хоть он и маленький, но он выполняет очень большую функцию в организме человека. Алоэ сок – это сок из мякоти. Первая его функция – то, что он ощелачивает среду. Получается, когда человек мало пьет воды, мало двигается, естественно, идет брожение, там начинают жить микробы, естественно, среда становится кислая. Когда мы принимаем желтый сок, принимаем вот этот чай тоже из цветка алоэ, то вот эти два продукта, они ощелачивают среду. Раз среда ощелачивается, есть возможность, что эти камни будут растворяться. Ну, это как сахар растворяется в чае. Теперь прополис, он для чего нам нужен? Раз кислая среда в желчном пузыре, естественно, там живут микробы, естественно, условия там хорошие, они там живут, размножаются, естественно, вызывают воспаление в слизистой самого желчного пузыря. Антибиотик нам тоже нежелательно пить, у нас есть свой, у компании есть природный антибиотик прополис, вот его также пьют как антибиотик по 1-3 раза в день. Теперь вот Артикси, чем он хорош, он улучшает эластичность стенки сосудов, не только кровеносных сосудов, улучшается и стенка самого желчного пузыря. То есть раз воспаленный желчный пузырь, ему тяжело сокращаться. И получается, что Артикси, он улучшает именно работу желчного пузыря, вот эти вот все протоки. Абсорбент С нам необходим для того, чтобы вот эти все микробы, которые погибают именно за счет прополиса, ну, они должны выйти из желчного пузыря, ну, без обострения. Потому что наши продукты, естественно, так как это все живое, раз это живое, естественно, оно все работает на клеточном уровне, возможно обострение. И те люди, которые начинают принимать эту продукцию, естественно, когда идет обострение, они боятся, они думают, что хуже себе сделали, и поэтому нам необходимо именно вот этот вот абсорбент С, то есть все ненужные вот эти ну, как токсины, ненужные вот эти ферменты, все, что даже тот же самый кислую среду абсорбент на себя абсорбирует и выводит в кишечник. Ну и поля зелени, это естественно, раз мы проводим очистку, естественно, как мы когда все это прочищаем, каждый орган, ну как антибиотик прополис, он же убивает всех микробов. Он же не говорит, так, этого убью, этого не убью, это мне нужен, это не мне нужен. Он будет убивать всех подряд, кто попался на его пути. И, естественно, вот поля зелени, они, наоборот, дают возможность восполнить все то, что у нас вывелось из желчного пузыря. Одновременно даже вот эта продукция, раз идет образование в желчном пузыре, возможно образование и камней в почках, потому что те же самые условия, гиподинамия, мало мы воды пьем, еще вот эти стрессовые ситуации, одновременно и там тоже возможно образование и песка, и камня. И этот камень может быть и в почках, может быть и в мочевом пузыре. Поэтому вот эту программу тоже можно именно, ну, так как наша продукция компании Aloe Vera работает на весь организм, поэтому, принимая данную продукцию, можно оздоровить не только желчно-выводящие пути, желчный пузырь, но и мочевыводящие
пути и мочевой пузырь. Поэтому будьте с нами, принимайте продукцию, сохраните все свои органы. Теперь вопрос. Например, сейчас вот можно, да, пойти просто записаться там своему врачу и бесплатно проходить, да? Нет. Нет? Если есть жалобы только. Только жалобы. Да. Ага. Вы приходите к врачу, жалуетесь, сдаете анализы, и если анализы действительно показывают, что у вас какие-то проблемы в желчном пузыре, только тогда они назначают вам УЗИ. И то только тем, кто находится на диспансерном учете. Если вы не состоите на диспансерном учете, и если вам нет 65 и выше. Теперь еще один вопрос. Вот в вашей практике было, вот, например, в желчном пузыре, вот камень большой? Вот на моем опыте, да. Да. Я тоже, вот, например, мы как врачи даем людям бесплатно УЗИ. Ага. И у нас на работе получилось так, что были сильные морозы, и вот этот человек, он на УЗИ не пришел. Раз он не пришел, вот это окошко осталось, и, естественно, УЗИ врач сказала, ну, раз самого пациента нету, может, вы сами пройдете, чтобы вот эти 15 минут прошли с пользой для вот этого аппарата. Угу. И я обычно всегда кушала, а в этот момент что-то не покушала. Я говорю, давайте я. Вот, и когда она мне делала УЗИ, я говорила, что да, у меня иногда были и горечь во рту, и вздутие кишечника, потому что мы 5 часов сидим возле компьютера, не двигаемся, воду нам невозможно пить, потому что все время заняты. Часто дорогое питание тоже не можем позволить себе, потому что, как говорится, перед пациентом сидеть и что-то жевать, это даже и не тактично даже. Вот, и когда она УЗИ сказала, что у вас, оказывается, 2 сантиметра камень, говорит, идите к хирургу. Я говорю, я предполагала, что у меня камень, но к хирургу не пойду. Нет, говорит, сходите. Ну, я прихожу к хирургу, он говорит, резать и резать. Я говорю, если резать, кто за место меня будет работать именно в Бурано? Бурано это столько вызовов, это же жалко другого врача же. Я говорю, ладно, что-нибудь придумаю. Ну, и из медикаментозных препаратов у нас есть холодексан, он тоже растворяет камни, но именно растворяет камни холиновые, желчные, вот такой природы. А если у вас камень, допустим, оксалатный или же карбонатный камни тоже бывают, то он их не растворяет. То есть лекарства, они работают только на определенный состав камней. Ну, думаю, ладно, все равно попью. А инструкцию читаю, оказывается, камни дробятся мелкие. Если до 2 сантиметров, они уже не дробятся. Я думаю, ладно, может чуть-чуть подробиться. Вот, хотя сильно дробить тоже нельзя, потому что маленькие кусочки могут забить вот этот вот желчный проток, и вызвать вот такую вот механическую желтуху. Ну, на свой страх и риск вот меня и доктор наша пригласила вот в эту компанию. И когда я услышала, что мякоть растения алоэ, он ощелачивает среду, вот это вот мне больше всего понравилось, потому что в щелочной среде, естественно, это все растворяется. В щелочной среде растворяются все наши таблетки. В щелочной среде начинают работать по-другому ферменты, по-другому будут работать наши все соки и даже кровь. То есть у нее, может, даже реологические свойства крови меняются. И вот я решила, думаю, надо, буду пить. И взяла вот Vital 5, и в течение года я принимала. Но стала замечать, что уже через месяц уже, да, было и вздутие, и горечь было. Ну, как врач я поняла, что так должно быть, наверное. Вот. А потом уже через год мы поехали в санаторий, и я там сделала УЗИ. Говорю, там должен камень быть 2 сантиметра. Он говорит, нету камня. И вот с тех пор я вот всем рекомендую, и сама от того, что я уже, и у казахов же, сами знаете, в ресторане, когда начинаешь кушать, перед бешбармаком сначала же вот эти вот все салаты же, раньше я не могла кушать эти салаты, я ждала только бешбармак. А тут все подряд кушаем, все
и и с майонезом салат кушаешь, и с маслом, и тут же газированный сок пьешь, и вот никакого такого вздутия не было, и головных болей. Оказывается, у кого есть камень в желчном пузыре, у него еще бывают головные боли. Поэтому, когда к нам приходят пациенты и говорят головная боль, и давление тоже бывает. Потому что камень это чужеродный, он не нужен этому организму. Есть камни хорошие, человек с ними живет, он может с ними 40 лет жить, и 50 лет жить. И чисто случайно, если у врача бесплатно сделает УЗИ, возьмет, он увидит, скажет: о, камень. Ну, мы говорим: ну ты с ним жил уже давно, сколько лет. Мы же не могли тебе за одну ночь вот так разрезать и его всунуть. Естественно, он с ними давным-давно жил. Просто мы на этом этапе его увидели. И он с ним дружил. Организм, видимо, с ним подружился, и как-то человек к нему садаптировался. А бывают такие моменты, что организм не адаптируется, он его не хочет, этот камень, и он его все время хочет выгнать, он как чужеродный. Естественно, когда он чужеродный, и когда часть желчи попадает в желудок, желудок же обожженный, когда попадает желчь, вырабатывается гормон адреналин, это гормон тревоги. Моментально сжимаются сосуды слизистой желудка, естественно, потому что она не хочет принимать вот эту желчь. И автоматом начинают сжиматься все кровеносные сосуды. Раз сосуды все сжимаются, повышается давление, и вот вам головная боль. Бывает даже учащенное сердцебиение. У каждого человека по-разному, гормон адреналин выделяется, это гормон тревоги, и у человека идет тахикардия. И бывает потливость и головные боли. И поэтому сразу говорить, что я давлением страдаю, у меня головные боли, это сердце. Тоже не надо все это сразу лечить, надо определиться, может действительно есть камень. А если есть камень, то мы рекомендуем нашу продукцию компании Forever Aloe Vera. Мы можем убрать источник, и тогда и давление нормализуется, самое интересное, и сердцебиение нормализуется, и головные боли проходят. Благодарю. Да, кажется, один камень, да? Даже казахша «үт» деген сөз переводится «проходи». Да, проходи, да. То есть часть еды, которая проходит, «үтіверет». То, что не проходит, «үтчевермит», идет рвотой. Да. Понимаете? Если УИТ не хочет пропускать это все в 12-перстную кишку, и чтобы из этого получил организм витамины и так далее, он его обратно шагарат, синут писнет. И вот вам рвотный рефлекс, вот вам интоксикация, вот мне не нравится, вот я что-то поел, отравился. Это не отравился. Эта еда УИТке не понравилась, желчному пузырю. Он сказал: ты мне не нужен, я тебя на работу не принимаю. Да. Казахша иногда переводы вот такие хорошие. Даже, например, юхобезен мы называем, да, поджелудочная железа. У русских это поджелудочная железа, потому что она находится под желудком. По-латински это панкреас, то есть переводится как панцирь. Вообще по форме она похожа на это черепаху-панцирь. Вот этой вот черепаха, да, не Да, панцирь черепахи. Панцирь, да. А у казахша это переводится юхобезы. Почему? Оказывается, люди еще издревле поняли, если проблемы в этой поджелудочной железе, то человек все время спит. Он слабый, вялый, усталый. То есть клиника сахарного диабета. Вот вам и кажется, вот проходи, пожалуйста, я тебя принимаю. И юхобезы, вот если все нормально, значит человек активный, радуется жизни. Если проблемы именно с поджелудочной железой, то вот такая вот клиника бывает. Благодарю. С вами была врач, действующий врач и специалист, терапевт Искакова Карлыкаш Жабун Барбаевна. Благодарю за выступление. Очень интересно.